Китай запрещает жителям уйгурского региона выходить из домов под предлогом борьбы с коронавирусом. В момент пика эпидемии китайская полиция доставила уйгурку средних лет в лагерь перевоспитания и заключила ее в камеру, где находились десятки других женщин. По словам бывшей узницы, ее заставляли принимать неизвестные лекарства, вызывающие слабость и тошноту. Женщина рассказала, что надзиратели следили за тем, чтобы каждая узница принимала лекарства. Один раз в неделю их заставляли снимать одежду и проводили дезинфекцию камер. Данная информация получила огласку благодаря официальным документам, публикациям в социальных сетях и интервью 3 бывших узниц. Клинически доказанных исследований эффективности китайской медицины против коронавируса нет. Несмотря на это, китайские власти заставляют жителей региона принимать травяную смесь Чингфей-пайду, которая запрещена в США, Германии, Швейцарии и во многих странах мира из-за содержания высокого уровня токсинов и канцерогенов. Во время визита во Францию, который состоялся в воскресенье, министр иностранных дел Китая Ван Йи заступился за политику Пекина по строительству концентрационных лагерей и закон о национальной безопасности Гонконга. Йи предостерег европейские страны от вмешательства во внутренние дела Китая. Китайский министр повторил, что все уйгуры, которые прошли обучение в лагерях перевоспитания в Восточном Туркестане, освобождены и получили возможность трудоустройства. Однако в течение последних нескольких месяцев уйгуры, проживающие за рубежом, и правозащитные организации выступали с заявлениями о том, что потеряли связь со своими семьями. Большинство из них считает, что их родных до сих пор содержат в концентрационных лагерях. Ван Йи заявил, что эти вопросы являются внутренней политикой Китая, в которую не должны вмешиваться иностранные правительства. В ходе встречи с китайским министром президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность ситуацией в Гонконге, уйгурском регионе и нарушением прав человека в Китае. Он призвал китайское правительство соблюдать свои обязательства по защите прав человека. Глава Министерства иностранных дел Китая Ван Йи заявил, что спикер Сената Чехии Милош Вистрицел заплатит высокую цену за официальный визит на Тайвань. «Мы заставим его заплатить высокую цену за недальновидное поведение и политический оппортунизм», – сказал Ван Йи. Китайский министр, совершивший такой выпад в Германии, где он находился в рамках своего европейского турне, не уточнил, какую цену придется заплатить чешскому политику. Министр иностранных дел Чехии Томаш Петричек заявил, что несмотря на то, что правительство не поддержало визит Вистрицела, они сочли резким заявление Вана Йи. После заявления министра иностранных дел Китая, чешское правительство вызвало посла Китая в Праге для разъяснения ситуации. Заявления китайского министра переходят все границы. Подобные слова не соответствуют принципам сотрудничества двух суверенных стран, отметил Петричек. Он также призвал к сотрудничеству, не впутывая в политику эмоциональность. Министерство обороны Индии в понедельник обвинило китайских военных в провокационных действиях в приграничном районе Ладак, которые, по мнению Дели, были направлены на то, чтобы изменить статус территории. По данным Министерства обороны Индии, Китайская народно-освободительная армия в субботу совершила провокационные перемещения, чтобы изменить статус-кво, и нарушила консенсус, достигнутый во время дипломатических и военных встреч. После начала военной активности Китая на южном берегу озера Пангонг, индийские военные предприняли меры, чтобы усилить свои позиции и воспрепятствовали намерениям Китая в одностороннем порядке изменить расстановку сил. 15 июня в северо-восточном регионе Индии произошел конфликт между военными Китая и Индии, который привел к гибели 20 индийских солдат. Ситуация в горном районе накалилась после того, как в начале мая китайские солдаты вошли в Ладак с 3 точек, установили свои палатки и военные посты. Первый прямой авиарейс из Тель-Авива прибыл в понедельник в Объединенные Арабские Эмираты. В аэропорту делегацию встречал государственный министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш и другие официальные лица. В самолете израильской авиакомпании «Эль-Аль», приземлившемся в аэропорту Абу-Даби, находилась делегация израильских и американских официальных лиц, в том числе зять и старший советник Дональда Трампа Джаред Кушнер и израильский советник по национальной безопасности Меир бен Шаббат. На фотографии, опубликованной в твиттер-аккаунте посольства Объединенных Арабских Эмиратов в США, Гаргаш запечатлен вместе с Бен Шаббатом, О'Брайеном, Кушнером и другими членами делегации. Пассажирский самолет израильской авиакомпании достиг Абу-Даби, используя воздушное пространство Саудовской Аравии.